Здравствуйте, гости дорогие! Такой день замечательный. Сегодня день Татьяны, всех Татьян с праздником. Сегодня день памяти Высоцкого. И вот у нас замечательный праздник сегодня, праздник встречи с вами, с песней, со словом и со всеми с вами. У нас очередное мероприятие, очень интересное. Вот зал подтверждает, что есть интерес. У этого события интересная очень история, как сегодня мероприятие состоится. Дело в том, что у нас в библиотеке очень хороший попечительский совет. И вот благодаря участию попечительского совета, благодаря попечителям, которые подарили нам сегодня, сделали такой замечательный подарок, день 25 января, и как раз вот происходит это событие, сегодняшний концерт, сегодняшняя встреча. Я предоставлю слово заместителю председателя попечительского совета нашей библиотеки Валентине Васильевне Жидиной. Вот она познакомит нас с историей сегодняшней встречи. Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас были в этом зале не так давно, когда мы вспоминали о нашем друге, председателе попечительского совета Национальной библиотеки Республики Коми Николая Николаевича Герасимова. В этот день очень много бардовских песен на стихи любимых поэтов Николая Николаевича, песен на его стихи. И так получилось, что, общаясь с друзьями и коллегами Николая Николаевича, мы сразу договорились, что буквально как только сможем реализовать задумку, которая была у нескольких членов нашего совета, пригласить одного из интереснейших бардов нашей страны, который занимается творчеством Владимира Семеновича Высоцкого, а уже времени много не было, потому что вот 25 января, и мы почти не договорились. Сказали, что обязательно попечительский совет 25 января пригласит всех, кто любит творчество Владимира Семеновича Высоцкого, вечер. И я, являясь членом, заместителем председателя совета, еще привезла несколько воспоминаний тогда о Николае Николаевиче Герасимове от друга Республики Коми, его друга Вадима Ивановича Туманова. И если вы помните, кто был, когда я сказала такие слова, он меня попросил сказать, что Николай Николаевич в первую очередь был большим человеком, с большой буквы, а потом все остальное. Профессионал, человек, который отдал большую часть своей жизни нашей республике, человек, который оставил очень яркий след в развитии экономики республики, а еще и человек творческий, который писал стихи. И мы об этом говорили. А так как с Тумановым я познакомилась благодаря той песне Алексея Васильевича Моисеенко «Кони красные», которая благодаря его другу Гафу попала в руки Вадима Туманова. И он сам нашел Алексея, и все эти годы мы практически 2-3 раза в год обязательно встречались, и Владимир Иванович очень всегда просил, где только это возможно,
чтобы люди знакомились с песней Алексея Васильевича. И для меня всегда было очень трогательно, почетно слышать из уст Вадима Ивановича такую оценку песни Алексея, что никто пока в стихах так точно не передал и душу, и жизненный путь Владимира Семеновича. И вот, когда мы говорили о Николае Николаевиче, он меня попросил, чтобы в нашу республику приехал его близкий друг, человек, который занимается творчеством Владимира Семеновича, написал книгу очень интересную, исследование, сам исполняет, а самое главное, очень интересно интерпретирует все то, что связано в творчестве Высоцкого с нашим Господом. И я думаю, мы все это услышим. Один из друзей Алексея Васильевича, может быть, он здесь, Борис Шенкман, к сожалению, такие стихи написал, что и Алексей уже загнал своих коней, а этот портрет сделал его ученик, который появился у него после его ухода. И кто был на вечере памяти, помнит того молодого человека, который исполнял «О море, море». И практически этот молодой, талантливый певец еще и оказался вот таким прекрасным художником. Поэтому спасибо всем, кто помнит Алексея. Так вот, Вадим Иванович, видите, как много вокруг Вадима Ивановича всего, что объединяет людей. И то, что сегодня у нас в гостях Михаил Хаданов, это его вот такое просветление, которое позволит нам сегодня общаться с вами. Спасибо, что вы откликнулись на эту идею. Я прошу приветствовать Михаила Хаданова. Михаил Хаданов. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень волнительно выступать, лучше посидеть. Как приятно сидеть, где говорят. Но тем не менее, мы приехали сейчас из Инды, где имели честь выступить перед очень взыскательной аудиторией, но вроде приняли с миром, это приятно. Значит, единственное, вот что людей несколько так удивляет, что действительно священник чего-то, почему поет, тем более, ну ладно, там поет Владимира Высоцкого, бунтаря, так сказать, человека как бы далекого от церкви, дворовые блатные песни, там его в репертуаре Высоцкого имеются, и так далее. Чего ему надо? Этому батюшке, чего ему не сидится, не лежится? Работал бы с пасторой и так далее. Значит, я отвечаю на этот вопрос следующим образом. Нет, я 25 лет как священник, вот, и я уже, так сказать, иду, закругляюсь. Вот. В свое время, до поступления в семинарию, до воцерковления, я работал в Институте общественных наук при ЦК КПСС. Это такое было закрытое учреждение, которое готовило нелегалов для захвата власти в своих странах. Это были нелегальные компартии. Но это был период уже разложения страны, так сказать, Советов. Там ничего такого не происходило, за редким исключением. Это была просто такая церковская кормушка для многих. Хотя были там искренние люди, но это ничего не меняло, потому что для меня, как для человека верующего, а я уже тогда веровал потихонечку, вот, все, что там происходило, было ложью. И я, как мог, так сказать, старался искать правду. Вот. В тех, так сказать, системе международного отдела ЦК я ее найти, конечно, не мог. И вот через 9 лет после окончания журфака МГУ, через 9 лет после работы с нелегалами, вот, я давал подписку о неразглашении каких-то тайн, но поскольку института нет, вот, обрушился, исчез, на его месте возник фонд Горбачева и финансовая академия. Вот,
значит, вот говорю то, что считаю возможным. Да, ну просто вот эта школа Цыковская, она же тоже чему-то научила-то. Не все там плохо было. Она научила, когда надо держать язык за зубами, когда надо приглядываться, присматриваться, помалкивать, чтобы, так сказать, не только за умного зайти, но и выжить в этой тяжелой действительности. И вот с таким багажом я по расположению сердца, по движению души, не просто абы как, задание какое-то выполнять там, поступил в семинарию, меня приняли. До того, уж покинув здание, значит, этого Коминтерна, это был третий Коминтерн, по сути, я устроился на работу сторожем в церковь. Каково было после загранкомандировок, после неплохой зарплаты, после, в общем-то, внешнего лоска и уважения, вдруг очутиться там на приходе, так сказать, в дверях, стоять, бороться с бомжами, так сказать, избавляться от них, помогать всем, подчиняться всем без исключения, от настоятеля до последней старушки, которая там зажигала, там, занималась свечами. Но это была очень полезная школа. Школа, которую проходит любой нормальный человек в своей системе, чтобы потом иметь представление о том, что там происходит. Вот. Так рабочий должен пройти все стадии, чтобы стать директором завода. И священник что-то осознавать, должен пройти какие-то стадии роста. Вот что, собственно, и произошло. Значит, потом последовала семинария, академия, работа в храмах и 7 лет труда в качестве литературного референта, это еще в мире журналистики называлось личным журналистом святейшего патриарха Алексея II. То есть в ответственность входили подготовка определенных материалов, написание шаблонов, понятное дело. Да, он что-то правил. Это нормально в практике больших людей, у них работает штат такого рода братья, которые что-то там вот пишут. Вот. Но святейшей милости Божией был доволен работой, замечаний практически не делал. И сейчас, когда он скончался, царство ему небесное, полагаю, что в краешке его сердца память обо мне осталась, может, он молится за меня. Кто знает. Вот. Человек был хороший, был большой человек, и царство ему небесное. Но у него тоже была большая школа жизни для меня. И когда меня спрашивают, вот ты что занимаешься? Я занимаюсь, потому что я имею соответствующее гуманитарное образование, которое пригодилось и в церкви, потому что я и в церкви не переставал быть журналистом, уже по благословениям. Вот. Да, и приносить какую-то пользу самому святейшему. И выражать даже наболевшее, то, что душа наболела от имени церковного народа на бумаге, которая дальше шла святейшему, и он сам это подписывал, и это становилось уже достоянием России. Это непростая работа, но это тяжелая работа, там нельзя было ошибаться. В общем, опыта какого-то я набрался, и поэтому, когда меня спрашивают, ты что поешь, это не самоцель. Вот. Ну, есть какой-то дар петь, ну, почему бы и нет, но в данном случае мы имеем дело с великим поэтом 20-го столетия, поэтом не изученным в плане духовном, они пишут новые женщины, жизни Владимира Семеновича Высоцкого, какой-то автор, я что-то не особо на слуху его не помню. Ну ладно, наиболее весомый автор, который связан с его биографическими материалами, это Валерий Перевозчиков, журналист, который написал, в частности, книгу «Правда смертного часа», где буквально по дням, по часам изложил последние полгода его жизни. Очень интересная книга, очень советую прочитать, хотя там очень много разных откровенных материалов, которыми не всегда довольна семья Владимира Семеновича. Ну, это понятно. Но, тем не менее, так сказать, полноты ради написано то, что написано. Вот. Я попытался написать о духовной стороне его творчества и жизни, понять отношение человека такого уровня к религии и Богу, потому что настоящий поэт мимо темы Бога не проходит. Он рано или поздно касается их, и либо остается в ней, углубляясь, либо по мере своего там грехопадения отходит. Вот. Высоцкий не отходил от Бога, он все-таки имел динамику роста духовного, и все, кто следил за его произведениями, особенно периода зрелого творчества, приходит к этому выводу, что он думал об этом, что все это было для него глубоко не безразлично,
И вместе с тем он был один на этом поприще. В этом смысле ему никто помочь не мог. У него же были колоссальные внутренние терзания. Он мучился и страдал. И даже самые близкие люди не могли помочь. Особенно в последние десятилетия его жизни, когда появлялись самые значимые произведения. Марина Владимировна, увы, была атеисткой, кажется, даже в свое время членом Компартии Франции. Именно по этой причине ему и разрешали выезжать, так сказать. Вот, нет, да. Бывает во всем польза определенно. Он был один. Был человеком, совершенно невысоковременным в этом смысле. Ему было очень сложно. И поэтому те, кто обличает его, вот он пил, вот он разводился, вот он использовал наркотики перед выступлениями и так далее. Всякий человек не без греха. Вот кто без греха, вот пусть встанет, бросит камень. Не бросит. Вот, потому что вот мы очень хотим послушать тех людей, которые его обличают, если они честно расскажут о своей внутренней потаенной жизни. Как говорил Достоевский, поднимется такой саморад, что будет нечем дышать. Это точно. Просто яркий человек, он находится на подиуме, его все видят. И поэтому всякий его шаг не туда, всякая ошибка, она выглядит огромной. Она действительно огромная, она большая, потому что у него много последователей. И дьявол стремится подставить подножку именно таким людям, чтобы вместо высокого искусства, вместо музыки получилась какофония звуков, если вместо гениального произведения изобразительного искусства появилась порнография и прочее, 3, 10, 25. Поэтому занимаюсь его творчеством, потому что как священник я полагаю, что понимание его духовное начало гораздо больше, чем некоторые иные оппоненты. Вот. И именно по этой причине я пытаюсь что-то исполнять из его произведений, потому что не пропустив их через себя, невозможно понять их в должной глубине. А у него практически большинство песен — это мини-спектакли с бесконечными вариациями при соблюдении чувства меры, конечно. Вот так. Вот почему я занимаюсь Высоцким. И когда меня спрашивают, а ты получил там одобрение, так сказать, или там благословение на это, вот как будто у меня 19 лет, и я вот просто случайно оказался и занимаюсь непонятно чем. Вот. Почему я привел факты своей биографии? Они помогли отточить осторожность, выбор слова, но какой-то опыт иметь, чтобы выходить на тот же подиум и разговаривать с людьми, чтобы ты не говорил ахинеи. Это важно. Вот. И смею полагать, что что-то, какие-то начатки уже к 60 годам наработано. Пора. А если этого нет, то и не будет никогда. Вот поэтому что-то начинаешь на свой страх и риск. Потому что, знаете, никто не любит давать благословения на вещи неизвестные и рискованные. Вот. И никто не любит их брать. Потому что подойдешь, благословить. А что? А как? А для чего? А зачем? Иди пока. Вот. И с другой стороны, да, благословение, ты будешь переживать, что теперь это на тебе, на твоей ответственности, если что, с тебя сбросят. Это везде в миру так тоже. Абсолютно. Вот, поэтому что ты делаешь на страх и риск, да? И если что-то получается, в конце концов, тот начинает слышать, вот, наконец, да, что-то там, кто-то там поет, и Роман Афонин поет, отец Михаил там поет. Вот. Для чего? Зачем? Вот. Да нет, вроде слушает, вроде так нормально. Нормально, точно, да, там все выверено, да, не являйся, нет, не влезти. Ладно. В общем, сейчас дело дошло до того, что книга, которая у меня издана, получила благословение Московской патриархии, представлена, она книга очень откровенная. Там и о Вадиме Туманове речь идет, и о отце Федоре Ольхове, с которым, милостью Божией, дружу. Он тоже написал предисловие к этой книге, где выражает солидарность с моими скромными точками зрения. И там еще предисловие Николая Николаевича Дроздова, тоже небезызвестного человека в мире биологии и масс-медиа. Хороший человек, добрый, но и вместе с тем глубокий и думающий. Вот так.
Сегодня, 25 декабря, января, простите, должна была состояться панихида на могиле Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Вот третий год подряд мне доверяли уже от иерархии возглавлять эти панихиды, поскольку Высоцкий крещен, хоть крещен он и не в православной, а в армянской апостольской церкви, но церковь православная признает действенность крещения в армянской церкви. Так что тут проблем никаких нет. Мы его упоминаем. И вот третий год, правда, летом, в день кончины поэта, мы там проводим панихиды, тесня немножко баров, их великое множество, они все там выкладываются, все ревнуют друг друга, все хотят пространства, места. Вот. Они не хотят предоставлять нам возможность иногда совершить панихиду. Без перерыва выступают, и ты шкатил, стоишь уже со всеми делами. Вот. Они уже по новой начали. Вот. И наконец начинаешь, православные, ну разрешите панихиду по великому поэту совершить, да что ж такое? Да, пожалуй, надо. Давай, иди, отец. Все. И панихида совершается, и проповедь произносится, и люди очень хорошо к этому относятся и слушают. А люди там самые разные. Это, кстати говоря, школа России. Там и актеры, там и Никита Высоцкий, там и те же барды на майке, одного из которых мы углядели надпись «Куплю шкуру Обамы». Представляете, какие там люди? Непростые, непростые. Вот. Ну и обычные люди с душой болящей, сердцем любящим. Поэтому там нужно говорить искренне. Владимир Высоцкий, он начинал свои выступления, как правило, с песни «От границы на землю вертели назад». А мы, будучи скромными людьми, начнем с песни из его фильма «Вертикаль». Это песня «Призыв к бдительности», ибо сегодня она требуется как никогда раньше, в течение 60 последних лет. Мерцал закат, как близ лета, свою добычу смерть читала. Ой, будет завтра, а пока свод взорвался до молока и уходил. Оставить разговор, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, А до войны был этот склон, немецкий парень рос с тобою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Оставить разговоры, перейдет вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, Ты снова здесь, ты снова весь, ты ждешь заветного сигнала, и парень, вот он тоже здесь, среди цветов не цедельмейс, их надо сбросить с периода. Оставим разговоры, вперед, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам, они помогут нам. Это был маленький, как-то вот так, политики любят иногда говорить, когда я был маленький. Дела такие творятся, когда я был маленький. Вот, ну хорошо, тем не менее, детство — это благословенная пора, все это знают прекрасно. Вот именно вот в то время в жизни маленького мальчика приходит Высоцкий, именно вот с такими вот песнями «Вертикаль», первые песни, которые привлекли к нему колоссальное внимание.
песня «Прощание с горами», которую полюбил из-за того, что там необыкновенный простор, стремление к свободе, к воле, к высоте и вынужденный спуск, потому что всегда должны возвращаться, это факт. Потому что много дел, как сказал поэт в другой песне, балладе о маленьком человеке, чуть-чуть задуматься, хоть вниз с обрыва. А жить-то надо жить красиво. В хорошем смысле этого слова. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, но спускаемся с покоренных вершин, оставляя гора, оставляя свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, которых еще не бывало, о которых еще не бывало. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будет у нас, не зовут нас остаться, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать и понял, спускаясь на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше горы могут быть только горы, о которых еще не бывало, о которых еще не бывало. Вот фрагмент. Чтобы войти в то время, нужно вспомнить некоторые его ранние песни. Они отражают становление большого поэта. Там есть перлы, там есть совершенно удивительные мысли, которые позже получат свое развитие. Просто в то время. 10 тысяч и всего один забег остался. В это время наш бескотник Аваль зазнался. Я, говорит, болен, великий, не туси и не спи. Вот тогда наш тренер мне предложил: беги, мой, я ж на длинной дистанции помру. Не охну, пробегу, может, только первый круг и сдохну. Но суровый этот тренер мне был: надо, Федя, главное, воля, говорит, чтобы была победе. Воля, если сил не в проворот. А я увлекся, я на 10 тысяч рванул, как на 500. И спекся, подвела меня, ведь я предупреждал, дыхал, пробежал всего полкруга и упал, пожал локал. И тогда наш тренер экс-вице-чемпион туда и пускать меня велел на стадион. Иуда вечера мы брали только с ним с доски по банке, а сегодня он кричит мне кальки на санки. Вольно, он тренер неплохой, но и бог с ним.
Все вдруг стали очень вежливы со мной и тренером. Первая песня «Скачи», которая была написана им в 23-24 года и была посвящена впервые теме религии. Написана от имени хулигана, который себя таковым не считает, считает, что его кто-то подставил, и он сидит. И мучительно проворачивает в памяти, кто бы мог его сдать. И вспоминает Христа, что там тоже предали. Вот. Но он же говорит, мне же только 17. Вот. Все-таки Христу лучше верить ему, своим апостолам, а вот некому верить, все предатели. Кто? Вот такая у него зарисовка. Ну, это песня светского человека. Не надо там строго глядеть на то, что он называет апостолов ребятами. Они действительно были таковыми по возрасту. Ну да ладно. На юный возраст не смотри, и к молодости нечего цепляться. Христа Иуда предал 33, ну а меня продали 18. Христу так лучше, все же он верить мог. Всем тем своим 11 ребятам, а я сижу и мучаюсь весь срок. Ну кто же из них из всех меня упрятал? Тема религии в его ранних произведениях имеет оттенок иронии в отношении сверхъестественного и церкви как таковой, верующих. Это было веяние времени, это был атеизм, Бог на облачке, болтает ножками, а люди строят великий социализм и занимаются делом, в отличие от церковников, которым уже место там на исторической свалке. И у него, тем не менее, появляются интересные песни, где он, рассуждая на тему о летающих тарелках, тем не менее, произносит очень интересные вердикты в отношении Римо-католической церкви. Казалось бы, ну вот откуда? Все откуда, не знаю. Наши предки, люди темные и грубые, кулака друг на дружку помахав. Вдруг увидели, как темное и круглое пролетело всем загадкам. И в спорах, догадках, дебатах вменяю тарелкам вину. Утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну. Ой, блюдце пролетело над Флоренцией, и святая инквизиция под страх очень бойко продавала индульгенции, очень шибко жгла ученых на кострах. И спор, догадках, дебатах меняют тарелкам вину. Утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну. Чуть-чуть. Следующая песня, опять-таки возвращаясь просто вот к тому прошлому, к тем темам, которые витали в воздухе, Владимир Семенович очень не любил Китай. Ну не Китай сам, славный народ, так сказать, поднебесный, а руководство Китая, идеологию, которую то исповедовал. Причем не любил до такой степени, что до сих пор он является персоной нон грата. При жизни был, и, по-моему, до сих
сих пор не сняли такое табу. Поэтому его петь, знаете, как предосудительно. Китайцев сейчас вокруг много. И он там излагает тему, которая с точки зрения, вот, между прочим, старчества и людей духовных, знающих, что к чему, которые говорят о будущем, что там предстоит испытать России, в случае, если она продолжит отход от Бога в капитализм. Значит, вот, они говорят так, что, в общем-то, враг России не столько Америка, не столько Европа, сколько наши партнеры из Китая. Вот. И еще они дадут о себе знать, потому что Трамп, но это все не то, это не то. Вот там да. Ну, не буду распространяться, чтобы не омрачать, так сказать, настроение, но он там придумал замечательную песню. Есть на земле предостаточно раз просто цветная палитра. Воздуху каждый вдыхает за раз 2,5 литра. Если так дальше, то полный привет, скоро наконец нашей веры. Эти китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Сон мне тут снился неделю подряд, сон с пробуждением кошмарным. Бытые в том, а на кухне сидят Мао Цзэдун с Лисовым маном. Что подают мне какой-то листок, ну же, подписывай, ну же. Очень нам нужен ваш Дальний Восток, ух, как ужасно нам он нужен. Только об этом я не вспоминал, только об нем я и думал. Я сослуживца однажды назвал Мао, простите, Цзэдуном. Ведь в скорости мы на Луну полетим, и чё нам с Америкой драться? Мы правую им, левую нам, а остальное китайцам. Мы правую им, левую нам, а остальное китайцам. Как актуально? В это время, опять-таки, вот некое такое не просто пренебрежительное отношение к религии, к традиции, к заповедям, к Богу, а некое такое бунтарство, да, оно имело место в отдельных, редких песнях и проявило себя в следующем произведении о космических хулиганах. Вы нам не поверите или просто не поймете, в космосе страшнее, чем даже в дановском аду. По пространству времени мы придем на звездолете, как с горы на собственном саду. Но от звезда ты посетен, но до планеты Эпсилон не считай, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска велика, наизусть читаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Нам не сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней и от бешеных стерей. Нам плевать из космоса, а в страну всех новых на земле бывало веселей. А звезда ты посетен, но на планеты Эпсилон, и ждаем, чтобы не сойти с ума. Вечность тоска Игрушкина, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем боевым законам, на земле пройдет 700 веков.
гордые смеяться от чего? На земле бояться нечего, на земле нет ни тюрем, ни дворцов. На Бога помолили бедного, но под грустнами нет его. Ныне присно и во век веков. Ныне присно и во век веков церковные понятия взял, ввели противоположность, и получилась очень, тем не менее, сильная для того времени песня, которая говорила о том, что мы все сами поможем и так далее. Бог тут ни при чем, он не нужен, за ветхостью отмененный, отправленный за ножи. Время такое, но время делают люди. Но подрастающее поколение, юноши, находятся под их влиянием взрослых. И те несут прежде всего ответственность. Вот теперь пару слов о так называемой блатном жанре. У него в силу значимости слова, которым он владел, не было блатных песен. Были отчасти дворовые песни, но по существу эти произведения корнями уходили в ямщицкие и каторжные песни. В русском народе тяготела всегда тяга к состраданию людям оступившимся, падшим, грешным, особенно каторжанам. Это известный факт. И поэтому мы поем ведь песни по диким степям Забайкалья, «Славное море», «Священный Байкал». Ну, то есть много есть песен, где мы с состраданием относимся к беглецам. А кто такой беглец? Убийца, может быть. Во всяком случае, уголовник, не политический. Ну вот, а тем не менее, душа разрывается, когда слушаешь эти песни. От чего? Ай, все православная традиция, что-то куда далеко ходить-то. Сострадание. Это важно, потому что вот как христианство относится к человеку падшему не как к виновнику, осужденному на вечное, так сказать, исправление, а как к человеку больному, мучающемуся. Вот очень важный момент. Он в теме лагерей находил глубину и пытался отыскать там героев, неформалов, потому что люди с плакатов, глядящих в социалистические дали, его не устраивали. Вот. И такие выколоченные песни, сейчас они нами очень хорошо воспринимаются, как чистые, светлые, романтические песни 60-х годов. Но за ними стояла колоссальная боль лагерей, колоссальная неправда режима и многие-многие проблемы, связанные с безбожием и упорным отрицанием христианства. Вот здесь, конечно, ключ к его интересу, потому что, тут и туман, кстати, оказалось, потому что 8 раз он совершал побег. И он рассказывал разного рода истории. И мы знаем, сколько людей пострадало. Не нужно об этом забывать. Не нужно сейчас пытаться строить памятник Троцкому, донским казакам, которых он, так сказать, наубивал вдосталь, меньшевику, большевику, священнику, члену общества безбожников Ярославского. То есть как-то вот говорят сегодня политики, вот давай замеряться, оно все хотели блага. Вот и меньшевик, и большевик, там, и палач, так сказать, и жертва, все хотели блага, но каждый понимал чуть-чуть по-своему. О, как здорово, во придумали. И вперед, развивать экономику, делать ракеты. А куда ракеты-то полетит с такой идеологией? Вопрос большой. Поэтому без покаяния нет будущего. Нет. У каждого есть причина покаяться. Вот. Так что это очень важный момент. А ты уехала на короткий срок, снова встретиться, а мне дай Бог. А меня коварный и на восток, и на близкий подай Бог. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных.
Ну, а мне плевать, я здесь, да, бывать буду золотом для страны. Все закончилось, смолк стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх, бы взвыть сейчас, жалко нету слез, слезы кончились, а сверлят. Не печалься ты, ладно, пусть с тобой, а что туго мне, ты не грусти. Только помни, не дай Бог мне с тобой снова встретиться на пути. Срок закончится, я уж вытерплю и на волю выйду, как птица. Но пока я здесь в зоне на нарах сплю, я постараюсь все позабыть. Здесь леса кругом гнутся по ветру, синева кругом, как не выйти, а позади 7000 километров, а впереди 7 лет синевы. А позади 7000 километров, а впереди 7 лет синевы. С любовью написано человеку, оступившемуся. В конце концов, он исправляется, он золото добывает для страны. Вот только простить кого-то не может, что там она ему насолила очень. Бывает такое. Бывает и наоборот. Надо границу с Турцией или с Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе необычайной красоты. Капитаном невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, и то все. И надо, чтоб букет цветов подарить невесте. Ну что за свадьба без цветов? Приятно, да и все. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к их начальнику точно по повестке тоже мама прикатила. Налетела была, что тоже мелко говорит, да только по-турецки. Будет свадьба фаворит, свадьбой лишь обошли на нейтральной полосе необычайной красоты. Наши пограничники, храбрые ребята, трое вызвались, а с ними капитан. Да разве ж на не про то, что азиаты решили в ту же ночь вдарить по цветам и на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Баянов запаха цветов, капитан Мертвецкий, но и их капитан тоже в доску пьяный повалился он в цветы. Охнув по-турецки и по-русски крикнув мам, рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открылись границы, как ворота. В Кремле ему жена не нужна была чужая за границей. Он ведь только хотел походить по земле. Почему же нельзя? Ведь земля же ничья, ведь она нейтральная, а на нейтральной полосе необычайной красоты. Когда меняется отношение Высоцкого к Богу, эта тема становится гораздо ближе. Он сын военного офицера, который прошел всю войну, у них были близкие, у них были друзья, которые тоже прошли это горнило. Он слушал, вертясь, так сказать, слушал неформальные разговоры о войне, что там на самом деле порою было. Все это запоминал, а потом выкладывал песни. Я помню военкомат, десантный ходит, так-то, брат, таким, как ты, так и в проды, и дальше в смех. Мол, из тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе не вдвойне. Присохла в тело гимнастерка на спине,
восставал в бою в строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Шумит окопная братва, студент, асфальтный квартир 2. Эй, холостой, а вправду графом был Толстой. А кто у Гоголя жена? Ну тут стревал мой старшина. Поди поспи, ты ж не святой, а утром в бой. И только раз, когда я встал, под пули в рост, он мне сказал: ложись, и дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в 5 этажей? Над мешком он застонал, и в нем осколок остывал, и на вопрос его ответить я не смог. Он в землю лег за 5 шагов, за 5 ночей и за 5 снов, лицом на запад и ногами на восток. Он в землю лег за 5 шагов, за 5 ночей и за 5 снов, лицом на запад и ногами на восток. Телецентра, потому что на мне, вернее, очень дорогой прибор, они должны были уехать давным-давно. И я уверен, что кто-то из них не уехал, а, скрипя сердце, ждет. Можно я тогда сейчас сниму и отдам? На войне быстро идет время, быстро заканчивается жизнь, и человек, не желая смерти, боясь ее, нормальный человек боится смерти, он ожидает чуда, он начинает верить в Бога. Все это там очень естественно, отпадает всякая идеологическая мишура, и начинается борьба за жизнь, потому что ты должен спасать, ты должен, тебя послали на защиту, кто тебя-то защитит? Есть выражение, что на войне нет неверующих. И к концу войны, к 1944-1945 годам, по донесениям в Ставку было очень много офицерского и рядового состава, которые на освобождаемой территории заходили в храмы, исповедовались, причащались и даже венчались. Вот. И в центре были этим весьма недовольны, потому что мужик такой. Вот. Поэтому там, где освобождали районы, так сказать, действовали церкви, потом мы снова закрывали. К сожалению, хотя Сталин и что-то сделал, так сказать, во время войны, но это был его тактический ход, потому что немцы на оккупированных территориях открывали храмы с тем, чтобы использовать пропаганду своей церкви. У Владимира Семеновича прекрасная есть песня о конце войны. У нас все вокруг как бы говорит о том, что что-то такое должно начаться, а он поет о конце войны. И там, в этой песне эпосе, он собирает все образы боли, страданий и надежды, которые были связаны с победой. Но это были чуть-чуть другие люди уже. Уже не маячат над городом аэростаты, замолкли сирены, готовясь победу трубить. Но ровные все-таки выйти успеют,
комбаты, которого запросто все еще убить. Сбиваю из досок столы во дворе, пока не накрыли, стучат в домино. Дни в мае, длиннее ночей в декабре. И тянется время, но все решено. Вот уже довоенные лампы горят полнопара, и на пленных из окон глазела Москва свысока. А где-то солдатика в сердце осколком толкал, а где-то разведчику надо добыть языка. И выпитав сласть родниковой воды, и купленных проб обручальных колец, все смыло потоком великой беды, которой приходит конец, наконец. Вот уже обновляют знамена и строят колонны, и булыжник на площади чист, как паркет на полу. А все же на запад идут батальоны, и над похоронкой заходятся по тылу. Уже зацветают повсюду сады, и землю прогрела, и воду во рвах. И скоро награда за ратные труды, подушка из свежей травы в головах. Вот уже очищают от копоти свечи иконы, и душа, и уста, и молитву творят и стихи. А все же на запад идут эшелоны, а вроде потери по сводкам не так велики. Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны, вот и клятвы слышны жить в согласии, в любви без долгов. А все же на запад идут батальоны, а нам показалось, совсем не осталось врагов. А нам показалось, совсем не осталось врагов. Еще одна актуальная песня. По времени, пожалуйста. По отношению к теме духовной, у Высоцкого намечается регресс. Критика в отношении Всевышнего, она выражена в песне «Цыганочка» в сонме «Желтой армии», фрагмент из которой будет исполнен для полноты картины с последующими объяснениями, потому что верующие очень обижаются на эту песню, что в церковь все не так. Почему это он написал? Так, может, пьяный заходил, все ему не так, значит. А может, действительно что-то не так. Люди же живые все. Вот сейчас будем разбираться. В сонме желтые огни, и хриплю посинея. По времени утро мудренее, и утром все не так, нет того веселья или бури натощак.
еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Перепьешь стаканы, и я в кабаках, зеленый штоф и белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птица в клетке, в церкви смрад и полумрак, да я курит ладно. Нет, и в церкви все не так, все не так, однако. Эх, рано, что ты, да еще рано, что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, ребята. Значит, места, я исполнил песню, люди почему-то очень веселили, притоптывали ногами. Ну, цыганочка. Но на самом деле здесь нужно объясниться. Значит, со всей ответственностью отвечаю, что церковь, как человеческий организм, есть два понятия церкви. Церковь небесная со святыми, церковь земная, которая борется за святость, только отличаются друг от друга количеством грешников. Здесь грешники. Вот. И у человека грешного, ну, действительно, если он грешит, то все не так. Это раз. Вот. Ну, во-вторых, причина, по которой Высоцкий так резко высказался, связана с его работой в спектакле «Пугачев». Я его проштудировал историю Пугачевского бунта, а тогда Пугачевы как раз относились как к героям, и, собственно, на сцене Таганки он был представлен именно как герой. И что интересно, сам Александр Васильевич Суворов, народный любимец, везет его в кандалах на четвертование. И вот Высоцкому показалось, что это нехорошо. Есть же заповедь «Не убей», а тут народного героя везут на четвертование. И священник подходит, дает ему целовать крест, там, принимает исповедь, напутствует. Как так? Церковь спелась государством. Нехорошо. Все как всегда. Все непонятно. Вот. Все не так. Вот. Но в данном случае ведь, по сути, Пугачев был убийцей. И всякий раз, когда он занимал тот или иной город, он первым делом спешил в местный храм большой, в собор, садился задница на престол и говорил: подавай нам дворян, подавай нам попов, сейчас будем вешать всех отчаяние. Вот и все. Вот поэтому вопрос тонкий. Поэтому больше зло иногда приходится ограничивать злом меньше. То есть в данном случае подавление мятежа. В противном случае анархия и порядка без власти — это смутное время. Оно тоже было. Мы видим, к чему оно могло привести. Короче говоря, наш мир несовершенен. И мы здесь, в этом мире, полностью исполнить заповеди не в состоянии. Но мы обязаны стремиться к этому. Вот причина, по которой люди того времени воспринимали этих людей как героев. Вот, и раб Божий Михаил Хаданов в том числе, участие воспринимал пронравственно. Емельяна Пугачева именно так. Вот, любил их и жалел, еще читал Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю», трилогию, ужасно пронравственно. Тоже здоров, как воспринимал. То время. Их 8, нас 2. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. В хвост вышел месяц, но вот задымило
сатана забыли это ты. Им даже не надо крестов на могилы, взойдут на крылья кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им на перерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человече, теперь на надежность строк. Нет, поздно, и мне вышел месяц навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, но по облакам скользят, взлетят наши души, как два самолета. Летим друг без друга нельзя. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота в щелк. Мы Бога попросим, впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский пол. И я попрошу Бога Духа и Сына, пусть выполнит волю мою. Пусть вечно мой друг защищает и спину, как потом последним бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен нам им ангел-ас. А если у них истребителей много, пусть пишут хранители нас. Хранить дело почетное, тоже удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Посвящен туману. Какой был план? Накал движения, звук нервов, сердца стучали на 3 счета вместо 2. К тому же дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный, и захватывал дух. Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам, давно решился пригласить ее одну. Но вечно надо отлучаться по делам, спешить на помощь, собираться на войну. И вот все ближе, все реальнее становясь, она, которой подойти намеревался, идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. И кровь в висках твоих стучится в ритме вальса. Ты внешне спокоен средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала. Металась, ломалась, дрожала она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. И стой же ты, руки сложа, сам не свой и ничей. Какой был бал, конец сомнениям маловерным, и завершение юных снов, забав утех. К тому же дамы приглашают кавалера не
не потому, что мало храбрости у тех, возведены на время бала в звание дам. И кружит голову нам вальс, как в старину, но вечно надо отлучаться по делам, спешит на помощь собираться на войну. Белее снега, белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь. И ты был бел, белее стен, белее вальса, где бы ни был бал. В лицее, в доме офицеров, в дворцовой зале, в школе, как тебе повезло. В России дамы приглашают кавалера во все века на белый вальс, и было все белым-бело. А только взор, несмотря по сторонам, через отчаяние, молчание, тишину, спешили женщины прийти на помощь к нам. И в школьный бал величиной во всю страну. Куда бы ни бросила тебя, где бы ни исчез, припомни вальс, как был ты бел, и улыбнешься. Век будут ждать тебя из моря, из небес, и пригласят на белый вальс, когда вернешься. Конечно, спокойно средь шумного бала, но тень за тобою тебя выдавала, металась, ломалась, дрожала она в зыбком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа. Не стой же ты, руки сложа, сам не смог, и ничем, и ничем. В жизни каждого человека происходят какие-то падения. Все знают, все спокойно к ним относятся, потому что это наше падение. Бог нас любит, Он простит, а и Бога нет. Это само собой, как все рассосется. Вот такие мысли приходят в голову людей, достаточно безответственно относящихся к своей жизни, потому что грех неисправленный – это эффект накопления, как грозовых облаков над городом. Вот у Высоцкого после крещения, которое, кстати говоря, произошло в 1970 году, когда он со своим другом того времени, не на длительный период другом, Давидом Карапетяном, сыном председателя Совмина Армении, переводчик, полиглот, Дон Жуан, почин, не так давно написал книгу о своих похождениях Высоцкого вкупе с собой. Чего так? Ну ладно, он хорошо сделал, что взял его в Армении, что там произошло то, что произошло. Хотя в книге своей он не пишет, об этом не придавая значения. Люди того времени по чести не придавали этому значения. Но так или иначе, он рассказал сам, что крестился, когда вернулся, поведал об этом Людмиле Абрамовне. Она ему подарила крест своей прабабушке. И было это все очень здорово и хорошо. Новая жизнь. Когда люди влюбляются, им хочется новой жизни, обновления. Поэтому люди, влюбленные, выбирают красивые места, ходят, вдыхают ароматы трав. Все у них очень хорошо. В церкви заходят, потому что там тоже красиво. А потом начинаются проблемы, потому что если новая, так сказать, любовь произошла на почве неуврачеванной старой разлуки, то за все же приходится платить. Люди платят разную ценой. Поэтому век человеческого
счастье Высоцкого с Мариной Владимировной был короток. Он не смог превозмочь своих проблем, и опять он остался практически одинок, хотя она очень много помогала ему в плане преодоления тех или иных болезней, ситуации со здоровьем. Но я, как, скажем так, духовное лицо, все-таки имею дерзновение сказать, что уход от семьи с маленькими детьми — это не то, что уход от взрослого человека, от взрослых людей, хотя все равно это может там беспомощность, беззащитность. А там мой маленький Никита Аркадьевич. Ну, вот так вот получилось, как получилось. И он разрывался на две части. И жутко переживал, и это тоже ускорило его конец. Это тоже даже внесло свою лепту, несомненно, потому что храм на крови разлуки более трудно просто. Но тем не менее, Марина Владимировна Катерина де Поляков, она обеспечила ему совершенно новый уровень возможностей и признания. Об этом все знают. И честь ей за это и хвала. Она сделала то, что могла. И сама вдоволь настрадалась от выбранного ею пути с великим, но отнюдь не простым поэтом. Он написал песню, связанную со своими болезненными ощущениями. И сто моя через ползает в гостях, и сердце стрясывает головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку хочешь рви. Провисли нервы, как веревки от белья, и не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани я с коня, только не у меня. Не пью воды, чтоб сыли зубы питьевой, и не событий не тороплю. Мой лук валяется с изгнившей тетивой, все стрелы сломаны, я ими меч коплю. Любая нежность душу не разбередит, и не внушит никто, и не разубедит. А так как чужды всякой всячины Москвы, коль не предчувствую я ни сапоги, я на коне, толкани я с коня, только не у меня. И не хочу ни выяснять, ни изменять, и не вязать, и не развязывать узлы. Углы тупые можно выпрямлять, ведь после острых это не углы. Устал бороться с притяжением земли, гляжу, так больше расстояние до петли, и сердце дергается, словно не на мне. Пора туда, где только ни и только не.
сроку 40 и чудаки еще такие есть, отдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания, а думая, что дышит просто так, они внезапно падают так. Такого же неровного дыхания, только чувство словно кораблю. Долго находиться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю. Тоже, что живу и дышу. И вновь будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна. Из событий своих испытаний все больше будет спрашивать она, потребует разлуки, расстояний, лишь покоя, отдыха и сна. Но взять безумца не поворотить. Согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не разорвать, чтоб сохранить таинственную нить, которую между ними протянули. И свежий ветер избранных пьяни снова сбивал из мертвых воскрешал. Потому что если не любил, значит ты не жил и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, лучше не зови. Счет бывает пустостая, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить цветам, а голосам дано сливаться в такт. И вечностью дышать в одно дыхание и встретиться за вздохом на устах, на крутых переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленных постелю, пусть пою во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. И в заключении хочется сказать, что Высоцкий, конечно, варварски относится к своему здоровью и сократил положенный первоначальный ему срок. Вот. Но прежде всего он умер от великого перенапряжения своего организма, своей души, потому что он попытался
объять необъятное, и раздвинуть горизонты, и поднять на себя боль всего общества. Это удел настоящего поэта. Поэтому они не живут долго. Господь забирает их в свое время и в свой час. Поэтому абсурдны и нелепы сегодняшние предыдущего юбилейного года разговора о том, вот если вы был жив, вот кем был вы, вот с кем был стал, вот пошел он получать награду от Путина, вот, значит, так сказать, примкнул он к яблоку, часто он выступал на эхе Москвы, может быть. Вот, ну что вы лезете? Это же для вас, зачем вы это говорите? Причем тут политика? Он выше политики. Политика грязная. Он выше. Он поэт. И не лезьте к нему, ни в яблоко, никуда не пойдет. Он сам по себе в данном случае. Он умер своей смертью. Тяжело умирал. В течение почти недели или даже 10 дней. Похоронен Налагайкова. Я не помню, говорил вначале, что это должен был совершать пакет. Жалко очень, что не получилось, но общение с вами, оно важно. И хочется верить, что вами не потерян вечер зря, а панихиду другую отслужат. Другие придут, сменив уют на риск непонятный. Из дела ушел, из какого хорошего дела ничего не вынес, отвалился, в чем мать родила. И за тем, что приспичило мне, просто время приспело, и соседи горы подогнала другие дела. Мы многое из книжек узнаем, истины передают Иисуса. Пророков нет в Отечестве своем, но и в других Отечествах не густо. Растаскали меня, но я знаю, что львиную долю получили все те, кому я ее отдал там. Я по скользкому полу иду, а в луки не поднимаюсь по лестнице и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и ногами не зададут пуста. Пророков нет в Отечестве своем, но и в других Отечествах не пусто. А внизу говорят, отобрали, послали, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело вернее. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Рыцарь, я стал ему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в Отечестве своем, но и в других Отечествах не густо. Замечательного друга вашего гитариста. Я ушел весь вечер. Я без преувеличения скажу, один из лучших гитаристов Москвы. Я уверен, настоящий закрыто, потому что там пасутся другие люди. Ну, Бог, как говорится,
Или Бог судья, я не знаю. Ну, не совсем это правильно. Михаил Юрьевич Крылов. Так что в интернете много есть. Замечательные друзья в нашей жизни, которые помогают друг другу, мы в этом убедились. Он помогает вытягивать песни из безвыходной ситуации. Это точно. Михаил, вы знаете, сегодня здесь много разных людей, спасибо. Но так случилось, что у нашего уважаемого Анатолия Петровича Князева, нашего зампреда правительства, министра сельского хозяйства, день рождения в один день с Владимиром Васильевичем Высоцким. Его сегодня день рождения. Нужно ему петь. Он и пограничник. И кто еще? В Китае служил. Сказал, все точно, Владимир Семенович, передал. Каждый писк был свой случай. Удивительный человек. Какую вы песню хотите? Песня о друге. О друге. А тут купола, я слышала, кто-то еще проспел. Сложно. Кто хочет чего? Сейчас мы ограничимся. Друзья мои, пока мы настраиваем, Михаил, я хочу сказать, что мы организовали обязательно чаепитие после этого вечера, потому что я думаю, многие захотят пообщаться и расходитесь. Все будет готово. Мы искренне поздравляем с днем рождения. День хороший. День мощной Татьяны, к тому же. Но и в любом случае... Но она счастливый человек. Спасибо вам за то, что пришли. Для нас это большая моральная поддержка. Вот. Хотя мне казалось, всякий раз, когда я смотрел на вас, как вы очень строго на меня глядели, я думаю, что не то, все не так. Все не так. Если друг оказался друг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плотно дорожь, парня в городе не рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, какой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и снег, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Сейчас бы еще способство не получилось. Если ж он не скулил, не бил, пусть он хмур был и зол, но что? А когда ты упал со скал, он стонал на державе. Если шел он с тобой, ой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, огонь, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Кстати говоря, вот, в православной среде, не знаю, как в других местах, сейчас вот стало принято, когда мы упоминаем, чокаться, потому что нет мертвых, все живые, и со всеми мы встретимся. Тут дело такое, тонкое. Вот так вот. Это интересная заметка. Ну, я имею в виду, да, когда вот покойные упоминают, не чокаются, но это в народе говорят. А почему не чокаются? Непонятно почему. Вот. А мы стали это делать, потому что мертвых нет, там все. И мы туда пойдем. Здесь транзит. Транзитная зона, очень важная.
полчаса до атаки. Скоро снова под танки, снова слушать разрывов концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты или пишет отец твой и мать. Но случилось другое, видно, заря перед боем. Поспешили солдату письмо передать. Там стоял начальник: извини, что молчала, ждать не буду. И все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко, ты ж спокойно воюй. И прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За секунду до смерти в треугольном конверте пулевое ранение. Ночью он шагнул из траншеи с автоматом на шее. От разрыва беречься не стал. И в бою под стройку он ранялся землей. Только ветер обрывки письма разметал. Она рассказала историю, как ее отец полюбил девушку перед войной. Вот. Причем он был очень хороший, и она хорошая. Вот. И у них родился ребенок. Он в душе не чаял, он его обожал. Ну, может быть, так даже и нельзя, но он очень его любил. Вдруг война, он на фронт ежедневно ей пишет, она ему отвечает. И вдруг через где-то полгода прекратилась с ее стороны связь, и произошло то, что произошло в песне. Потому что ему сказали, что... она ему написала, тоже был конверт. Все, говорит, ты знаешь, больше мне не пиши, я полюбил другого, с ним уезжаю. Вот, о ребенке не думай. И он никакой стал. И он приехал туда и увидел соседку. И она ему сказала: ты знаешь чего, ты ее не ищи. Ты знаешь, так бывает, не стоит того, чтобы ее искать. Вот. И сына своего не ищи, он рядышком. Он умер. Они его похоронили, был на его могиле, все это очень тяжело. Это война. Это нравы. Вот жалко, что, будучи... В антет нужно было спеть песню, имеющую отношение к шахтеру. Не песню «Не космос метр подо мной». Нет, Городяновская, нет. Там другая есть, она более жизненная, но проблемная. Рядовой Борисов, я. Давай, как было дело. Я держался из последних сил. Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело. Только я его предупредил. А первый окрик: кто идет? Он стал шутить. А выстрел в воздух закричал: кончай курить. Я чуть замешкался, и не вступая в спор, чинарик выплюнул его и выстрелил в упор. Рядовой Борисов, давайте правду, вам же лучше. Ведь вы ж его узнали за версту. Был туман, узнать не мог.
солнце свое живучее. Ой-ой, я тут свою понял. Ну, правда, был дождь, по нему была летучая, по уставу правильно стрелял. На первый окрик кто и готов стал шутить, а выстрел воздух закричал «Кончай!». Я чуть смешался и уступая вспомнил, Чонарь выиграл и выстрелил в упор. Спасибо вам большое. Михаил Юрьевич у него со спиной, так сказать, тут. Вот. Вообще. А вы тоже, нам записка, Нина Степановна просит. До сих пор творчество Владимира Высоцкого волнует многих, и я так понимаю, что родились новые стихи. Нина Степановна, где вы? Вот записка. Пройдите. А вы сядьте, отдохните. А вы сюда. Я свежая сама. Я сама свежая. У нас есть два литературных изменения. Одно в Зеленце, стихия называется, и вырве у Камелька. И я хочу, у меня Высоцкий тут. Мне было 18, мне было 13. Мы дворовые мальчишки, девчонки, с гитарой. Да? Не, у меня следующий. Я 40-го. Вот у нас бывает литературные встречи, мы читаем стихи. Я любитель, слушатель. Писать пока не научилась, но уже поздно, не запретили. Валентина Сали, замечательная поэтесса. Она написала стихотворение вот именно сегодняшнему дню, 25 января, Владимиру Высоцкому. Вдруг вздрогнет чуткая струна в моей душе. Жил человек, как вся страна, на движе. Он задыхался в мире лжи и вязких слов, и смело рушил миражи каскадом слов. Он хриплым голосом взывал, порой любил, от безысходности страдал, и Русь любил. Но однозначно был непрост, несколько глаз. Но, как и прежде, полный рост стоит сейчас. Бывал безмерно он силен и слаб, как все. С душой мятежно был рожден, и дух иссяк. Но жил, и пел, и не забыт, и в душах наших все звучит. Жив от поэта. Знаете, как мы о Владимире Ильиче Ленине говорили: Ленин жил, Ленин выжил. Бабатка жил, и будет жить. Спасибо большое. Спасибо. Ну, наверное, к завершению уже устали наши завершающие. Да, стих хотят. Извините, отец Михаил, можно ли баньку по белому, пожалуйста? Она сложная, вы знаете, она тяжелая. Вот, я другую. Баллада о бане, фрагмент, который свидетельствует о том, что поэт призывал к крещению. Некоторые говорят, что просто о мужиках поется, который в бане парится, там, ничего подобного. Вот, пожалуйста. Фрагмент. Заключительный, самый полезный и нужный. И в предбаннике сбросивши вещи, всю одетость свою позабудь. Одинаково веничек хлещет, так что зря не выпячивай грудь. Все равны здесь единым богатством, все легко переносят жару.
Не только истинный праздник, но мы запомним это. Это мы запомним, потому что это вечер неповторим. Спасибо. И ваше добро тому поможет. Друзья, книги и диски Михаила Каданова вы можете приобрести. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Ну и все начали. Общайтесь, читайте стихи, вспоминайте замечательного поэта.